Технопарк Якутия – это место, где объединяется наука и бизнес. Объединяя сообщество по следующим направлениям: информационные технологии, энергосбережение, строительство, биотехнологии, производство, транспорт, Технопарк исполняет свою миссию. За 7 лет своей работы Технопарк выпустил 25 предприятий, пропустил через свои акселерационные программы более 150 компаний. Эти компании, являющиеся сегодня полноправными участниками рынка, прошли весь путь инкубации – от бизнес-идеи до запуска производства. Сегодня Технопарк Якутия – это сервисы, благодаря которым стартап получает шанс выйти на нужный рынок и удовлетворить инновационные потребности региона, страны, мира. Технопарк – это не только сервисы. Региональный центр инжиниринга Технопарка Якутия относится к инфраструктуре государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. РЦИ призван содействовать технологическому развитию производственных предприятий республики, новых технологий в промышленное производство. Биотехнологическая лаборатория Технопарка Якутия является базой для компаний-резидентов Технопарка, ведущих передовые исследования в области клеточной и молекулярной биологии, регенеративной медицины, микробиологии, биохимии, генетики. Технопарк – это парк высоких технологий IT-парк Якутск. Перед IT-парком стоят задачи аккумуляции IT-проектов, обеспечения реализации полного цикла развития IT-компаний, предоставления резидентам сервисов на уровне национальных стандартов и интеграции их в национальную и международную инновационную экосистему. При IT-парке работает акселератор B8 Фонда развития инноваций республики. На данный момент запущен первый трек, на который были отобраны 8 IT-стартапов. Акселератор B8 ускоряет выход стартапа на следующий уровень развития – интеграцию на внешние рынки. Технопарк Якутия. Претворяя идеи в жизнь. Сегодня стартовало совещание лидеров цифрового развития. Технопарк стал площадкой для первого дня. Мы провели экскурсию для регионов. Регионы остались впечатлены нашим IT-парком. Некоторые говорят, что у нас лучший IT-парк в России. Все лечебные учреждения нашей республики в ближайшие годы получат возможность интернета, не только подключения к интернету, но и быстрого интернета.
выбрали Якутию для нашего всероссийского слета цифрового актива, так можно сказать, потому что регион, конечно, на Дальнем Востоке точно и один из российских лидеров.
Добрый день, уважаемые гости и участники республиканской выставки Saha Innovation. В этом году мы проводим нашу замечательную выставку уже 8-й раз. Ну а для тех, кто впервые присоединился к нам, я напомню, что основная цель выставки Saha Innovation – это создание республиканской площадки для популяризации инновационной деятельности и демонстрации передовых разработок. В этом году наше мероприятие впервые проходит в онлайн-формате, и кроме выставки, также у нас будет обширная деловая программа с мастер-классами и образовательным интенсивом «Стартап-марафон». Также в рамках мероприятия мы проведем интересную битву стартапов. Но обо всем по порядку. Итак, слово для приветствия предоставляется министру инноваций Республики Саха-Якутия Анатолию Семенову. Рад всех приветствовать на сайте Saha Innovation. Да, действительно, первая выставка прошла в далеком уже 2019 году. Вообще, если исторически рассказать, то выставка обычно проводилась в последнее воскресенье июня. Это день изобретателя и рационализатора Российской Федерации. То есть именно в этот день празднуется такой праздник, и он обычно совпадал с Эсэхом Туймады. И мы каждый год на площадке Вускатын нас принимали гостей. У нас была выставка юных изобретателей, выставки изобретателей со всей республики. Причем неважно, это резиденты технопарка, или это начинающие изобретатели, или это ученые с университета и Якутского научного центра. То есть мы открывали двери всем, проводили тоже, вот как сказал Николай, мастер-классы, выставку. Приезжало очень много гостей из других городов, Сколково, из Новосибирска, из Казани. Но в этом году из-за пандемии, вызванной коронавирусом, все мероприятия массово отменены. И, конечно, мы перешли в такой онлайн-формат. В онлайн-формате прошел конкурс «Моя профессия IT», прошел демо-дэй акселератора B8, и проходит наша выставка. Я хочу сказать, что на самом деле Якутия полна изобретателями. То есть наши местные кулибины собирают и вездеходы, и различные устройства, генераторы, производящие малый ток, различные утеплители. То есть все то, что облегчает нашу повседневную жизнь, потому что мы живем в очень суровых климатических условиях. И именно возможность изобретать позволяет нам, скажем так, выживать в этих суровых условиях. И у нас был слоган такой Innovate or Die, это изобретай или умри. То есть такой слоган, который говорит о том, что да, действительно для нас изобретение, оно играет ключевую роль. Сегодня в технопарке больше 100 резидентов, которые производят различную продукцию. Я очень рад видеть сегодня победителя прошлогодней выставки, это Пуда Тимофеева, он будет еще выступать сегодня. Это руководитель компании Сахалипснелли, который производит котлы длительного горения. Эти котлы прошли испытания полюсом холода, самые суровые зимы Омикони, они работают, согревают людей по всей Якутии. Таких изобретений у нас много. Я хочу, чтобы вы посетили эту выставку, посмотрели внимательно все экспонаты, потому что они все достойны, и кто-то из них в этом году опять победит и выиграет путевку обычно у нас разыгрывали путевку на выставку «Архимед». Это всероссийская выставка, которая проходит в России в следующем году. Но мы посмотрим, как будет проходить пандемия, и по итогам посмотрим, какой же приз будет вручен нашим конкурсантам. Ну и от себя хочу поблагодарить организаторов за то, что организовали такой онлайн-выставку. Я думаю, у него есть тоже свои преимущества, потому что
она будет идти не один день, как обычно, а несколько дней. Ну и в целом, я думаю, этот сайт Saha Innovation будет жить, получит вторую жизнь и как-то будет популяризировать наши изобретения. Но у меня в конце небольшой конкурс от меня, такой пасхалка, сюрпризик, о котором даже не знали организаторы. В общем, конкурс заключается в следующем. Вот вы видите логотип над Николаем Saha Innovation, 2 буквы SI. Вот, я хочу, чтобы вы в комментариях к этому видео на канале YouTube написали, что же означает этот логотип. То есть понятно, что это аббревиатура Saha Innovation, но какие еще ассоциации приходят вам в голову с этой аббревиатурой SI, да, в которую мы закладывали в далеком 2012 году? Вот кто угадает более точно, то есть там закрыто несколько смыслов. Вот кто угадает более полно, более открыто, получит лично от меня приз. Спасибо. Пишите комментарии, подписывайтесь на нас в Инстаграме и в Ютубе. И всего хорошего. Спасибо вам. Благодарим, Анатолий Аскалонович. И также мы призываем всех зрителей, жителей нашей республики и гостей принять участие в данном замечательном конкурсе. А я напоминаю, что со всеми участниками онлайн-выставки Saha Innovation вы можете более подробно ознакомиться на нашем сайте sahainnovation.ru. Итак, мы идем далее, и от имени организаторов слово предоставляется исполняющей обязанности директора технопарка Якутия Петру Габышеву. Всем привет! Я хочу сперва поздравить вас с нашим праздником ЭСЭХ национальным. К сожалению, в этом году мы празднуем его в онлайн-формате. Мы все уже привыкли, что мы собираемся все вместе, говорим друг другу пожелания, там, да, встречаем солнце, но в этом году вот не получается у нас. И поэтому мы тоже решили нашу выставку перевести в онлайн-формат. Но этот формат, я думаю, даже будет удачнее, наверное, потому что большее количество людей сможет увидеть эту выставку, большее количество проектов у нас приняло участие в этом году. Сейчас у нас 28 проектов уже зарегистрировано на выставке. Я думаю, что еще количество увеличится. За пару дней там еще добавится у нас участников. Ну, лето, что жара. Смотрим выставку, голосуем. У нас в этом году голосование онлайн. Пожалуйста, проходите внизу по ссылке. Голосуйте за понравившиеся проекты. Спасибо нашим партнерам многолетним. Это компания Майтон и венчурная компания Якутия, которые предоставили хорошие призы. Желаю всем хорошей работы. Также у нас во время выставки будет действовать еще буткемп для проектов. Тоже там желаю всем хорошей работы. И надеюсь, что победит сильнейший. Спасибо всем. Николай. Как мы уже говорили ранее, в этом году у нас очень интересная и обширная деловая и образовательная программа. Так, в рамках мероприятия пройдет очень интересное мероприятие «Стартап-марафон». Это образовательный интенсив для молодых компаний, для стартапов, и на нем будут рассказаны очень интересные темы, как инновационное предпринимательство, инновационная экосистема Якутии, идея образования, команда образования, как работать с идеей и другие темы. Также на протяжении всей этой недели, я напоминаю, что мероприятие Saha Innovation будет проходить с 22 по 26 июня этого года, и в рамках мероприятия пройдут очень интересные, увлекательные мастер-классы и лекции от известных людей в своей сфере. Например, сегодня в 2 часа обязательно посмотрите мастер-класс от известного художника Николая Мочкина на тему «Как стать популярным художником в сети Instagram». Завтра Лена Диадорова, владелец проекта coffeekaknado.ru, проведет мастер-класс на тему «Чек-лист для разработки сайтов». Более подробная информация, конечно же, размещена у нас на сайте. Просим ознакомиться и принять участие в понравившейся вам лекции. Итак, далее мы переходим к нашим конечно же, наших друзей, про партнеров. Обязаны тоже сказать, потому что мы каждый год интенсивно работаем, проводим интересные общие мероприятия. И в этом году нас также поддерживают наши друзья-партнеры. Одним из генеральных спонсоров выставки является, конечно, венчурная компания Якутия. И слово предоставляется генеральному директору венчурной компании Якутия Василию Ефимову.
Очень рад сегодня выступить. Вообще, Saha Innovation — это одно из первых таких республиканских мероприятий масштабных, где я принял участие, уже работая в венчурной компании «Якутия». И тогда я уже почувствовал дух всего этого. Да? Я был на СЭХе, вижу классные стартапы, изобретения. Вот, и, наверное, весь вот этот смысл — это некая смесь традиций, вот, чего-то современного и инноваций. И очень рад, что, несмотря вот на все эти препятствия, наши друзья из технопарка все-таки организовали и, как всегда, сделали не просто вот так, да, а улучшили, значительно улучшили. Очень насыщенная программа, в которой я также буду принимать участие, да, и очень рад вот за всех участников, за всех организаторов, да, что это дело состоится. Ну и вообще, на самом деле, вот эта традиция, да, проводить Saha Innovation во время СЭХа, мне кажется, она очень классная. И я вообще вот перечитал, получается, почти все публикации, начиная вот с самой первой, там, да, про Saha Innovation. Вот. И, ну, видно то, что мероприятие с каждым годом растет, улучшается. И, возможно, имеет смысл даже в будущем расширить географию, потому что наша якутская диаспора и в Северной Америке, в Европе, ну, вообще по всему миру, ну, они, как правило, также празднуют наш замечательный праздник СЭХ. И, возможно, потом эта выставка вот благодаря нашей диаспоре расширится, ну и, соответственно, будет больше доступа людям, больше доступа к инвесторам, вот, и обмена мнениями и так далее. Но то, вот, для чего, в принципе, создана вот эта выставка Saha Innovation. Ну и всем участникам желаю удачи. Увидимся на питчах, увидимся на всех мероприятиях. Успехов! Генеральным спонсором Saha Innovation в этом году также выступила компания Mytona. Это известный разработчик и издатель мобильных игр, одна из крупнейших геймдев-компаний в России и СНГ. Итак, слово предоставляется пиар-менеджеру компании Mytona Аяну Федорову. Всем привет. Во-первых, хотел поприветствовать всех коллег, гостей, участников. И хотел бы всех поблагодарить за то, что мы все здесь собрались. И, ну, у меня будет краткая речь. Хотел бы вас всех, во-первых, поздравить нашим национальным праздником СЭХ и пожелать всем всего самого светлого и хорошего. К самому конкурсу я хочу пожелать, пусть мы увидим очень много хороших идей, очень много хороших стартапов и изобретений. Также в этом году спонсорами и партнерами выступили наши партнеры, резиденты технопарка и наши друзья. Такие компании, как Теплый край, Нордвуд, Хатутент, компания Аватек, Сахачай, Эгопласт и компания Технопластик. Также в рамках мероприятия Saha Innovation в конце этой недели, в пятницу, состоится интересная битва стартапов. Как вы знаете, такой формат мероприятия становится очень интересным в последнее время, актуальным. И мы увидим, какие же молодые компании, стартапы станут лучшими в рамках Saha Innovation 2020. И позвольте на этой позитивной ноте официально объявить мероприятие, выставку Saha Innovation 2020 официально открытым, друзья. Что ж, участников, как всегда, с каждым годом у нас больше и больше, и мы хотим от имени участников, чтобы сказали свое слово, победители, прошлогодние победители Гран-при Saha Innovation 2019, это компания Saha Lipsnelle. Итак, слово предоставляется руководителю компании Тимофееву Пуду. Добрый день, уважаемые организаторы, участники выставки Saha Innovation. От лица своей компании передаю слова благодарности организаторам, и чтобы ежегодно проводили такие крупные выставки, которые участие в данных выставках вот именно в Saha Innovation помогает компаниям, чтобы продвигать продукцию, узнаваемости бренда, потому что посещаемость данной выставки очень огромная.
И мы являемся победителями прошлогодней выставки. До этого участвовали 7 раз. И каждый год все со стороны организаторов, организация на высшем уровне. И поэтому желаю процветания данной выставки и пусть победит сильнейший. Спасибо. Что ж, мы благодарим наших гостей сегодняшнего открытия и хотели бы пожелать всем участникам удачи и успехов. Пусть победит сильнейший. А уважаемые участники и зрители, конечно же, просим зайти на наш официальный сайт, на нашу страницу в Инстаграме, ознакомиться с более подробной информацией. Всем удачи! Поздравляем вас с началом выставки Sahai Innovation 2020! Предоставляется министру инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия Анатолию Аскалоновичу Семенову. Приветствую. Всем спасибо, кто приехал к нам издалека на нашу выставку, всем участникам выставки Sahai Innovation. Думал о том, что мы действительно делаем большое дело. Мы в 7-й раз проводим такую выставку Sahai Innovation во время праздника СЭ. От лица фонда Сколково хотел бы приветствовать всех участников выставки, гостей. И каждый год очень приятно видеть, что те проекты, которые год от года регулярно участвуют, они растут над собой, делают какие-то новые продукты. Аплодисменты, уважаемые участники и гости выставки.
друзья, сегодня в 7-й раз проходит выставка Saha Innovation во время нашего праздника ESEC Туймады. Я очень благодарен всем организаторам этой выставки, это команде Технопарка, команде венчурной компании Якутия, нашей Академии наук, университету, за то, что мы каждый год показываем свои достижения. У того народа, у кого нет прошлого, нет будущего. Чтя традиции, мы должны быть открытыми к будущему, изобретать, придумывать и выживать. У нас есть такой слоган «Innovate or die». Да? Для Якутии это очень актуально. И с каждым годом выставка становится все больше, проекты все лучше. И я считаю, что Saha Innovation удался, состоялся, и новые победители будут открывать новые горизонты. Всех еще раз с праздником, всем удачи! Дорогие друзья, вот и подошла к концу наша выставка, 7-я по счету уже, Saha Innovation, приуроченная к ESEC Туймады 2019. Мы определили победителей, вручили призы, ребята очень довольны. Ну, в общем, все пошло очень хорошо, на позитиве. Мы считаем, что количество участников каждым годом растет, количество посетителей тоже увеличилось. Это отрадно, что такое внимание оказано на нашей выставке. В этом году мы попали в программу ESEC официально, то есть мы встали на карту, и я считаю, что это помогло нам привлечь больше внимания к выставке. Спасибо главе города Якутска Сардане Владимировичу, что она посетила нашу выставку, ознакомилась с проектами. То есть дальше будем, надеюсь, работать в позитивном ключе. Ну, спасибо спонсорам, организаторам выставки, спасибо нашей команде Технопарка. И с праздником ESEC. На самом деле выставка была просто замечательная. Проекты мне очень понравилось, что они были совершенно разноплановые. От роботов и котлов до чая и краски. Было очень сложно выбрать победителя. Все эксперты сошлись в мнении о том, что у участников каждый проект был по-своему уникальный. И каждый обладал какой-то изюминкой. У кого-то был проработан потенциал коммерциализации, кто-то был достаточно инновационен. Как представитель Сколково я хочу сказать, что Технопарк Якутия и выставка Saha Innovation – это отличный задел для дальнейшего развития инновационного потенциала республики. Спасибо за эту выставку, это был замечательный день.